Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Можно ли оживить динозавров? Что ищут палеонтологи в Якутии? И о чем мечтают ученые? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим с известными российскими палеонтологами. Это гости нашей студии. Доктор биологических наук Павел Скучас и кандидат биологических наук Дмитрий Григорьев из города Санкт-Петербург. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос, который напрашивается сам собой. Профессия палеонтолога редкая, а увлечение динозаврами очень уж экзотическое. С чем это связано? Это из детства или что увлекло? На самом деле она не совсем экзотическая. Да? Здесь и вы правильно совершенно отметили, что она уходит корнями в детство. Именно ребенок изучает мир вокруг, и ему все вокруг интересно. Если интерес к окружающей природе сохраняется, то человек обычно становится ученым. А если ему были в детстве интересны такие создания необычные, как динозавры, то он вполне может заниматься ими. Экзотичность профессии палеонтолога, она характерна только для, например, России. В России палеонтологов немного. Если взять, например, Китай или Северную Америку, то профессия палеонтолога достаточно широко распространена. Палеонтологов там много. А с чем это может быть связано? У нас не так много открытий происходит или... Это скорее связано с тем, насколько поддерживается развитие именно этой области науки. Там гораздо большая поддержка государства в открытии музеев, рабочих мест и так далее, и так далее. В Китае вообще палеонтология является национальным проектом. Как часто происходят интересные, может быть, и не очень интересные, но важные открытия научные в палеонтологии? И какой из них, на ваш взгляд, можно считать на сегодняшний день самым значимым? Попробуем, ответить. Вместе на этот вопрос. Насколько часто? Да постоянно, на самом деле, что-то интересное. И, то есть, как каждую неделю выходит какая-то новая статья, которая в чем-то меняет, что-то добавляет, кирпичики вставляет в общее знание. И выделить, что является самым последним и самым значимым, достаточно сложно. Были моменты, которые переворачивали представление людей вообще об окружающем мире и об эволюции в целом. Например, когда были найдены динозавры в Китае с отпечатками перьев, была, в общем-то, на мой взгляд, поставлена точка о том, что птицы – это современные динозавры. Это действительно перевернуло представление и о динозаврах, и о птицах. Но из таких достаточно интересных последних есть серия работ, когда находят белки, то есть молекулы, органические молекулы в костях динозавров. Кости растворяют, а белки остаются. Это не значит, что динозавров можно из этих белков будет как-то реконструировать и так далее, потому что все-таки белки не носитель информации. Но представить себе, что многие миллионы лет сохраняются биологические молекулы, это впечатляет. Насколько я знаю, вы приезжаете в нашу республику уже третий раз. На ваш взгляд, как хорошо, как сильно, насколько изучена в палеонтологическом плане Республика Саха-Якутия? Мне кажется, что Республика Якутия, она как неизведанная земля, терра инкогнита. Очень много районов, куда сложно добраться, где были только геологи. Но на территории Якутии много отложений древних пород подходящего возраста. Это мезозой. Это в то время, когда жили динозавры. Перспективы есть. Есть морские отложения. Да? Морским рептилиям очень большая вероятность того, что мы можем находить здесь даже целые скелеты. Просто нужно искать и экспедиции отправлять на поиск. И получается сложность в том, что многие районы закрыты лесом, труднодоступны, и для того, чтобы исследовать эти труднодоступные районы, нужно очень серьезное финансирование. Можно сделать вывод, что если люди, которые занимаются поиском ископаемых динозавров, приезжают в третий раз, значит, на территории нашей республики они когда-то были. Да, они были, они не то что были, они здесь прекрасно себя чувствовали. И одно из таких важнейших вещей, связанных именно с якутскими динозаврами, это местонахождение называется ТЭТ. Расположена она в Сунтарском Улусе, относительно недалеко от города Сунтар. Это местонахождение формировалось в условиях, близких к полярным в те времена. Это не значит, что было холодно. Мы, например, обнаружили там черепах. А черепахи – это свидетельство, индикатор, что температура не была такой, как сейчас в Якутии. То есть жутких зим, я имею в виду очень холодных, не было. И все равно ставится вопрос, а как динозавры, например, реагировали на полярный день и полярную ночь? На эти вопросы мы и пытаемся ответить. И надо сказать, что местонахождение это ТЭТ, оно сформировалось примерно 130 миллионов лет назад, начало мелового периода. При полярных местонахождениях в северном полушарии этого возраста в мире больше нет.
Ну, что конкретно вот в ходе этой поездки вы хотите найти или установить? Мы изучаем не просто динозавров отдельных, мы изучаем целый мир, который жил вместе с ними. По-другому можно сказать, что мы изучаем динозавровые фауны. Это и сами динозавры, это ящерицы, амфибии, млекопитающие. Кстати, млекопитающие там очень интересные, и мы там обнаружили новые, неизвестные для науки роды, виды, описали их в научных статьях. Некоторые из этих млекопитающих являются нашими дальними родственниками, потому что мы тоже млекопитающие. Поэтому нас интересует в первую очередь не просто динозавры, а целые динозавровые фауны. Ну, вопрос, вот вы упомянули, что был найден белок, но с помощью которого восстановить, скажем, динозавра пока невозможно или вообще невозможно будет. Но вообще в перспективах вот люди, которые занимаются мамонтами доисторическими, они мечтают все-таки мамонта как-то клонировать. Есть ли такая цель или мечта, или задача у людей, которые занимаются динозаврами? Нет. Я могу объяснить, почему. Задача не стоит, потому что нет возможности. В мамонтах, в замороженных тушах, сохраняются фрагменты ДНК, носителя информации. В динозавровых костях только очень прочные структурные белки. То есть ДНК нет. Еще пока не было обнаружено. Пока нет. И, скорее всего, найдено не будет, потому что мамонты – это 25, 30, 40 тысяч лет, а здесь 130 миллионов. Конечно, шансов таких нет, но биологи пытаются заходить с другой стороны. Так как птицы – это динозавры, они пытаются выключить или включить определенные гены. Например, чтобы у птицы отросли зубы из простого, голубя получить велоцираптора, допустим, другого хищного динозавра. То есть это путь не из глубины возрождать динозавров, а из современности откручиваться в прошлое. То есть из курицы у нас могут велоцирапторы пойти? Вполне, если включить определенные гены, будет куроцираптор какой-нибудь. ДНК не сохраняется, у него там где-то 2000 лет, и оно распадается. Поэтому начинает 2-5 фрагментироваться. тысяч, все уже. Кстати, упомянули вы интересное такое словосочетание куроцираптор. Кто дает динозаврам название? Они иногда такие очень сложные, трудно выговариваемые и сложно запоминающиеся, но тем не менее. Как вот этот процесс выглядит? Ну, собственно, палеонтологи, естественно, дают, которые их и описывают. Названия берутся, они сложные, это только так кажется. Это латинский язык или это греческий язык, и все эти корни, они что-то означают. Это может быть название, связанное с племенами, которые жили на этом месте, или с названием, как, например, это ящерица, если, например, динозавр, как на якутском, например, называлась ящерица, да, вот. Будет соответственное название, и это все. Или иногда действительно мифологические создания, боги, например, одного из крупных динозавров, которые мы нашли в Забайкале, в Бурятии, да, мы назвали тенгризавр. Завр – это типичное окончание родовых названий динозавра, означает ящер. А тенгри – это в честь Тенгри, бога тюркского. Ну, насколько я знаю, вы с экспедициями объездили практически всю нашу страну. Можно ли говорить о том, что поиски в вечной мерзлоте, исследования в вечной мерзлоте как-то радикально отличаются от поисков в той же центральной России? Ну, наверное, каждое местонахождение, оно чем-то уникальное, и там какая-то своя специфика. Где-то кости будут рассыпаться у вас в руках, их нужно сначала проклеивать специальными клеями или составами. Где-то их надо проколачивать известняки кирками, молотками или даже отбойными молотками, вырезать пилами, пилорезами. И в каждом месте это свой поиск, как их найти, как их извлечь, довести до лаборатории. Везде будут какие-то свои детали, которые можно только опытным путем обнаружить. И вечная мерзлота, ну то есть вот то место, где мы будем, там, конечно, не совсем вечная мерзлота. Там нам не нужно продалбливаться или кипятком там проваривать породу. Нет, но... Рядом она есть. И, собственно говоря, нам повезло. Если бы вот эти слои древние, в которых мы находим динозавров, были бы промерзшими, конечно, мы не смогли бы многие находки сделать, потому что просто бы не прокопаться. То есть получается, эта вот вечная мерзлота, она как такое окаймление, а вот это вот незамерзшее местонахождение, это, в общем, такой бриллиант палеонтологии, в котором мы продолжаем работать. Но, несмотря на то, что вы работаете с очень древними, скажем так, вещами, несомненно, современные технологии какую-то помощь вам в этом оказывают. Как меняется методология, может быть, ваших работ, исследований? Как новые технологии вам помогают? Кое-что остается неизменным. В полевых работах мы все равно используем лопаты, кисточки, чтобы раскапывать. Мы используем такую методику, как промывка на ситах. У нас с собой есть большие сита, ячейки,
костеносную породу с мелкими костями мы высыпаем, промываем в воде и выбираем мелкие кости. То есть вот это вот достаточно старые методики, и в поле они вполне применимы. И надо сказать, что такие же методики вот использовались в экспедиции, которые были до нас. Там, Петр Николаевич Колосов вывозил в течение 11 лет. Дети, школьники из деревни ближайшей Хорова ему помогали. В общем-то, они сделали там 60-70% всех открытий и там, всей работы. Основные технологии начинают применяться уже в лабораторных условиях после возвращения. В первую очередь это компьютерная томография. Кости, которые мы находим, очень хрупкие. И если их трогать, они разваливаются. Мы их фиксируем сверху клеем и не вынимаем из породы. Потом прямо в породе помещаем в компьютерный томограф и получаем 3D-реконструкцию этой кости, не вынимая из породы. Вот это действительно приходится применять. Ну и слава богу, что есть сейчас такие технологии, которые позволяют. Так что основная вот методика изучения именно костей из местохождения ТТ мелких – это компьютерная томография и последующая 3D-визуализация. А вот то, что вы в ходе вашей нынешней экспедиции обнаружите в Сунтарском улусе, это где-нибудь можно будет потом увидеть? Некоторые вещи уже можно увидеть сейчас в музее в Якутске. Геологической экспозиции есть, и там выставлен, например, часть позвоночника стегозавра, там имеется зуб хищного динозавра, там есть шип стегозавра, поэтому действительно вот такие самые крупные вещи, они будут храниться здесь и в принципе доступны. Мелкие кости, там, те же зубы млекопитающих, которые мы находим 1,5-2 мм, они хранятся в научных коллекциях. Лучше смотреть, наверное, 3D-реконструкции, нежели совсем маленькие остатки. Поэтому часть коллекции, конечно, будет доступна, и в Якутске можно будет посмотреть. Ну, а как результат, то, конечно же, были также написаны уже статьи, и будут написаны еще, которые можно прочитать, да, описаны новые виды. Ну и саламандр. кроме всего прочего, вот 1 августа в парке, в историческом парке, да? Да, совершенно верно. Будет презентация проекта «Динозавры вечной мерзлоты». И там мы расскажем и про съемки фильма. Сейчас будет сниматься фильм в нашей экспедиции про то, как работают палеонтологи, про то, как местное население относится к палеонтологии, вообще вот как это вписывается в якутские, да, настроения, в якутский вот, мир. Да. И там мы в том числе и расскажем про научную значимость, покажем изображения тех находок, которые были сделаны до, и надеемся, что какие-то изображения тех находок, которые мы сделаем сейчас. Я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам удачной экспедиции и успехов в вашей интересной работе. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.